Глава Коми Владимир Уйба и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев обсудили вопросы развития телекоммуникационной инфраструктуры Коми. Встреча прошла в Москве. Правительство республики чрезвычайно заинтересовано в строительстве волоконно-оптических линий связи для резервирования северных территорий. В частности, развитие в городе Воркута арктического медицинского кластера для обслуживания нужд Северного морского пути, а также научного образовательного центра Уральского отделения Российской академии наук требует от республики выхода на новый, качественно иной уровень цифровизации. Сегодня связь с Воркутой висит на одной ниточке пропускной способностью 60 гигабит в секунду. Такой емкости недостаточно для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, оказания цифровых сервисов. Емкость сети необходимо расширить, зарезервировав каналы связи для обеспечения отказоустойчивости и надежности функционирования телекоммуникационной инфраструктуры. Министр поддержал позицию главы Коми. Он отметил, что построенная Ростелекомом от Сыктывкара до Воркуты волоконно-оптическая линия должна быть дооснащена с учетом требований к резервированию. Владимир Уйба и Максут Шадаев обсудили также возможности покрытия мобильной связью дорожной сети региона и обеспечения доступом к интернету населенных пунктов с численностью жителей менее 500 человек. В частности, к глобальной сети нужно подключить ФАПы, школы, сады и соцучреждения. Еще одна тема на встрече – цифровизация госуслуг. Эту работу необходимо завершить в ближайшей перспективе. Максут Шадаев отметил, что многофункциональные центры нужно дозагрузить функционалом тех ведомств, которые по-прежнему продолжают принимать обращения граждан в очном формате. В качестве примера он привел Москву, Подмосковье и Новосибирскую область. В этих регионах МФЦ предлагают населению максимально широкий спектр госуслуг по единому унифицированному стандарту.